Я Сергей Валентинович, основатель стиля Намат ММА Всемирной организации. Сам являюсь заслуженным тренером Республики Казахстан, мастер спорта по вольной борьбе СССР. 17 лет назад уже, то есть если вернемся в то время, естественно, хотелось бы иметь какой-то свой вид казахстанский, который мог дать площадку иностранцам приезжать сюда. Почему это? Ну, вы понимаете, по тем временам, что вывести ребенка за границу, это было очень сложно. И даже сейчас, на сегодняшний день, тоже тяжело вывести, не каждый будет. А у нас многие малоимущие, те, которым, ну, может быть, никогда не было дороги бы туда, да, чтобы поехать, потому что финансов не было. Поэтому зародилась такая идея создать вид спорта, который мог бы дать площадку, приезжая иностранцам здесь, но всем пацанам, которые не имеют возможности биться на этой площадке. И здесь становиться чемпионами мира, чемпионами Азии, кубки и так далее, на международных турнирах. Что мы и делаем. Вот в протяжении 17 лет мы проводили чемпионаты Азии, кубки мира, чемпионаты мира среди детей, среди взрослых. И сейчас популярность растет. На сегодняшний день занимаются более 13 тысяч человек, детей. Вы сами видите, вот, кстати, плановые мероприятия, которые сейчас проходят, это проходит ежегодно в течение 17 лет. Здесь, в Балхаше, проводится данный турнир, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Вот, пожалуйста, результат. Сегодня присутствует 287 участников со всех регионов Казахстана. На международных и чемпионатах мира проводят сейчас 18 стран. Уже заявлены, они приезжают. И последний результат чемпионата, международный турнир «Боец Азии» показал, 12 стран было. В этот момент как раз и подсоединился Пакистан, Бангладеш, Индия подсоединились в нашу копилку федерации. Правила – это отличие всех соревнований. То есть, если мы сейчас возьмем наши правила, они кардинально отличаются от других. Рукопашного боя, ММА, которые бьются в антагоне, в ринге, мы кардинально от них отличаемся. Вообще эти правила подточены под детей. Детей, юноши, взрослые могут биться по этим соревнованиям. Почему? Потому что мы сделали так, что наш вид более травматизм убрали на последнюю планку, для того, чтобы насколько можно бы увели этот травматизм. Во-первых, мы занимаемся детьми, а мы должны беречь их и готовить здоровую нацию. Вот для нас это самый принцип нашей жизни. А взрослые приходят на Намат ММА? Конечно. У нас нет ограничения. У нас есть, которые не выступают на соревнованиях и 60 лет занимаются. Есть, которые выступают и среди ветеранов 35 лет могут выступить на соревнованиях, пожалуйста. Есть легион, которые мастера спорта уже завоевывают и хотят себя показать в легионе, они могут уйти биться в легионе. То есть у нас все градационно выстроено, поэтому если ты становишься чемпионом и хочешь себя показать, ты можешь показать на любых крупных соревнованиях, именно которые проводятся в Казахстане. Хотелось бы побольше стран привлечь, потому что сейчас, на сегодняшний день, иностранцы, компании, то есть федерации, засматриваются на нас, смотрят, может быть, и осторожно подходят, но когда ходят к нам на соревнования, приезжают, они видят, и они остаются. Это показатель того, что мы развиваемся. Последний результат, я могу сказать, по Пакистану, человек выставлял везде, на все мероприятия, приехал к нам и таким желанием вошел в федерацию, что сейчас на уровне правительства решается, чтобы там он официально, уже открывают, наш вид и все. Тоже привезли чемпионов оттуда к себе на родину, и их там сейчас восхищаются ими там. Я считаю, что это показатель. В любом городе у нас везде есть секции. В пример даже, привожу, один только Кустанай имеет более 20 тренеров. Караганда около 29 тренеров. И в каждом городе Казахстана есть такой вид спорта, и не менее 5 тренеров есть. Так что им просто надо открыть или зайти в спорткомитет, узнать про развитие такого вида спорта у них в городе. Им укажут и сделают. Нет, обратиться на сайт наш и получить информацию о городе данном, где тренер тренирует, без проблем. Наша цель – дисциплинировать спортсмена, чтобы он, во-первых, патриот своего государства, а во-вторых, чтобы он был здоровый и сильный, защитником государства. Самое главное в них воспитать доброту и силу, чтобы она в одном была. Это очень сложно, но мы постараемся это сделать.
Сражайся с другими. Побеждай себя.